Саламатсыздар, урматтуу массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү күнгө эртең мененки маалыматка ылайык республиканын аймагында 94 коронавирус оорусуна чалдыккан биздин жарандарыбыздын диагноздору аныкталды. Бардыгы болуп бүгүнкү күнгө анализ чыгаруу үчүн 13.302 анализдер, пробалар алынды. Анын ичинен 7096 жарандарыбыздын анализдери толук кандуу, атайын анализдери чыгарылып, бүгүнкү күндө аныкталды. Ошонун ичинен 94-ü ошол ооруга чалдыкканы аныкталып атат. 94 жараныбыздыкы, калган 7012 жарандыкы бүгүнкү күндө оору жок деп анализи тастыкталып атат. Ошону менен бирге бүгүнкү күндө сырттан келген жарандарыбыз, ошондой эле ооруга чалдыкканга күмөнү бар деген жарандарыбыздан 1459 жараныбыз обсервацияда жатышат. Алып айта турган болсок, региондор боюнча бул Бишкек шаарында 401 жаран, Чүй областында 115 жаран, Ош шаарында 125 жаран, Ош областында 231 жаран, Жалал Абад областында 79 жаран, Баткен областында 199 жаран, Нарын областында 108 жаран, Талас областында 146 жаран, Ысык Көл областында 55 жаран бүгүнкү күндө ошол биздин оорукчан адамдар менен кандайдыр бир контактта болуп, ошолор менен жакын болгондугуна байланыштуу ошол 1459 адам бүгүнкү күндө обсервацияда деп коет, ошол жакта көзөмөлдө жатышат. Бардыгы болуп, мен айткандай 1459 жаран ошол обсервацияда. Бардык ошол биздин оор адамдар менен контактта болгон адамдардын жалпы саны 1954. 1954 бул эпидемиологиялык иш-чара жүргүзгөндөн кийин бул цифралар дагы өзгөрөт. Алып айтсак, ошол 1954-түн жакын контактта болгон үй бүлөлөрү, жакын туугандары же кошуналары болуп, бул 1528. Ал эми ошол оору чыккан самолетто же ошолор менен чогуу сырттан келген жарандарыбыздын саны 426. Жалпысы 1950. А Бенедикто? Ага. Вам сколько лет? Вы очень молодо выглядите. 35. О, и вас уже тоже, да, вы знаете, куда вы едете? Да, я знаю, я в Жалабатской области, Алабытинский район. Ага. И традиционно, наверное, вопрос, что ваши родственники, как восприняли эту новость? Не знаю, они как восприняли. Я им сказал, что я поеду, они сказали, хорошо, поедь. Вам не страшно? Нет, мне надо спасать людей. Ну, спасибо вам большое. А что бы вы вообще хотели сказать, вот, наверное, гражданам? Какое-то обращение вы могли бы сделать? Чтобы они дома сидели, никуда не выходили. Вот очень многие, да, не понимают, вот когда говорят дома сидеть, почему сидеть? Они просто не понимают, что это такое коронавирус, поэтому они ходят. Да, ну и я вам тоже желаю удачи, чтобы вы помогли нашим действительно коллегам, сейчас им, наверное, тяжелее, да, и чтобы сами не заразились и живы-здоровы приехали. Спасибо вам большое. Да, вы представьтесь. Добрый день. Меня зовут Марина Умедказина Давлетбаева. Я врач-инфекционист, работаю заведующей отделением в Республиканской клинической инфекционной больнице. Ага, вот как раз же сейчас у вас, да, тоже лежат. Да, у нас тоже есть больные с коронавирусной инфекцией. Ну, ваша какая миссия? Наша миссия, вот моих коллег и меня, помочь врачам южного региона, так как они первые столкнулись с этим COVID-19. И, конечно, мы понимаем, что они нуждаются в нашей поддержке, и мы решили поехать и поддержать наших врачей и помочь нашему населению южного региона преодолеть эту коронавирусную инфекцию. Вы на сколько дней едете? Мы едем на месяц. То есть 14 дней мы будем работать, 14 дней мы будем находиться в обсервации.
тоже можно будет, что бы вы хотели пожелать? Вас сейчас многие смотрят. Вы наши герои. Ну, Скажите, я что... хотела бы, конечно, пожелать всем крепкого здоровья. Это самое такое актуальное пожелание на сегодняшний день. И хотела бы попросить всех оставаться дома, потому что многие не понимают эту ситуацию и думают, что это их не заденет, это пройдет мимо них. Но как раз таки такая ситуация, она постигла наш весь мир. И мы, конечно, у нас нет иммунитета к этой коронавирусной инфекции. И хотелось бы, чтобы вот мы своими действиями, то есть население помогало Министерству здравоохранения, нашим медработникам, чтобы было поменьше пациентов с COVID-19 и чтобы не было тяжелых летальных случаев. И хотелось попросить, чтобы вы все оставались дома и использовали карантин себе во благо, но ни в коем случае не нарушали его, не ходили друг к другу в гости, не выходили на улицу. Если выходили, то только в случае какой-то надобности. А вы в какую больницу едете? Куда вы едете? В Джалабадскую область. Угу. Ну, я вам тоже желаю только удачи. Возвращайтесь, сами не болейте. Спасибо вам. Здравствуйте. Меня зовут Бедельбаев Марлен Канабекович, ассистент кафедры детских инфекционных болезней. Инфекционист. Дальше. Да, куда вы едете? Едем в Волжскую область А именно в какой район? по распределению координаторов. Координаторы здравоохранения будут распределять по районам. Скорее всего, в больницу. Угу. Страх есть? Ну, Вы молодой. как вам сказать? Везде есть риск. Не только в отношении коронавируса, и везде и всюду есть риск. Да, доктора, мне кажется, всегда рискуют. Всегда у нас, да, работа рискованная. Вы давно уже работаете? Стаж работы у меня, так, сколько, 8 лет. Угу. А как ваша семья отнеслась к этому? Ну, одобрили, поддержали, что помощь в отношении своему народу, помощь врачам, которые устали, помощь югу, врачам, которым нужна замена, нужна помощь в отношении. Спасибо вам большое, спасибо. Еще раз только я желаю вам не болеть, возвращаться живыми, здоровыми. Давайте... Да. Вот. Ну давайте тогда, если вы не хотите, хотя бы одна из вас, да, скажите, я вас обоих снимаю. Я Емилова Мустафа Мажанна, отделение пульмонологии, это врач-пульмонолог, национальный госпиталь. Ага, а вы? Я Макамаева Эльмира Барубаевна, из пульмонолог, специалист из кардиологического центра. Да, как пульмонологи, наверное, сейчас нужны тоже, да, как и другие все доктора. Ну, вы женщины, как вас мужья отпустили? Если у вас есть семья, как к этому отнеслась? Ну, негативно, конечно, не отпускали, но все равно придется сталкиваться. Да. Как к этому отнеслись? Страх, конечно, есть, боязнь, потому что вот, из этих видим с телефона, СМИ, да, из Италии новости, вот как коронавирус начался, я вот начала следить уже с декабря. Такая ситуация в стране, да, я, в принципе, следила и как-то не готова к пандемии. И все равно у нас профессия такая, что мы должны всегда прийти на помощь людям, больным, пациентам, да, помочь им. Своим коллегам тоже? Своим коллегам, да, оказать поддержку, помощь. Я также вам желаю здоровья, не болеть, возвращаться, чтобы не было смертей. Действительно, в профессионалах все нуждаются. Вас как зовут? Здравствуйте. Я Дотуев Талгат Белекович, национальный госпиталь, врач-анестезиолог и гинеколог. Я еду в Новгородский район помочь своим коллегам, поддержать их в эту трудную минуту. Ну, конечно, мы все видим, что не только в нашей стране по всему миру идет эта инфекция.
Мы надеемся, что мы быстро победим инфекцию. Наша страна такая, таких скученность нету, больших городов нету. И мы вовремя приняли, наше государство тоже приняло эти меры, все предосторожности. И надеемся победить побыстрее. Но я вам желаю только удачи. Что вы хотели бы пожелать? Ну, я хотел бы всем нашим гражданам, чтобы они все соблюдали вот это все предпринятые меры, чтобы они не выходили из дома. Требования нашего государства. И тогда будет, если серьезно относиться к сейчас происходящему в нашей стране, тогда будет легче будет победить эту инфекцию. Если, как итальянцы, мы не будем соблюдать, тогда будет трудновато. Поэтому наши граждане, соответственно, пожалуйста, соблюдайте все, не выходите из дома. Только в крайнем случае, по необходимости, к вам мы обращаемся. Спасибо большое. Спасибо. И будьте здоровы, не болейте. Спасибо вам.